Музыка народа имеет глубокие корни и традиции. Взять, к примеру, этот смычковый инструмент – чондерк. Он реконструирован по чертежам Адриана Павловича Митрофанова, сделанным в начале 20 века. Воссоздал старинный ингушский музыкальный инструмент заслуженный артист Абхазии Зубейр Йоас. Огромное количество песен, которые сохранились у нас в науке, в фольклоре. Эти песни изначально создавались на чондерке или атек-пандер, это смычковые музыкальные инструменты типа виолончель или скрипки. И эти мелодии, эти песни, которые создавались на этих инструментах, естественно, на других инструментах звучат иначе. Нам очень важно было услышать аутентичную музыку. Инструменты были изготовлены в рамках проекта возрождения архаичного музыкально-песенного творчества ингушей, который получил грантовую поддержку Фонда культурных инициатив. Также в рамках проекта было организовано обучение юных музыкантов, уже состоялись отчетные концерты. С помощью четырехструнного смычкового инструмента чондерик можно воспроизвести аутентичную национальную мелодию, а для более полного восприятия важна визуализация, считает Тандила Дзаурова. Эти инструменты на какое-то время абсолютно исчезли из музыкальной культуры ингушей, учитывая, что они настолько были распространены даже в начале 20 века, конечно, это была большая трагедия, что они исчезли почти на 70 лет из обихода, из культурной жизни нашей. В музей также передали и музыкальный атлас Ингушетии, в котором собрано большое количество материала, в том числе из архивов. О том, что представлял из себя этот инструмент, из каких материалов изготавливался, где и в каких обрядах использовался. В издании также есть зарисовки и схемы, которые были сделаны учеными и этнографами в конце 19-го, начале 20 веков. Я думаю, что в дальнейшем планомерно, шаг за шагом, и музыкальное искусство, и музыкальные инструменты будут возрождаться в нашей республике. Значимость работы, проводимой в Дзурдзуке, отметил известный политолог и публицист Якуб Патиев. Поиск и восстановление утерянных фактов – кропотливый труд, требующий большого усердия. И с этим энтузиасты справляются на высоком уровне. Я помню, когда они работали, они обращались ко всем, ко мне тоже. И вот как они скрупулезно собирали, это дорого стоит. И то, что они не просто собирают, но и пропагандируют, но и дарят от себя инструменты, те, которые восстановили они. Все-таки можно за это огромное спасибо. Искусствовед Хава Акиева считает это большим событием в культурной жизни Ингушетии. Уникальный музыкальный инструмент займет почетное место в экспозиции Государственного музея изобразительных искусств. И если у нас появится еще один музыкант, который возьмет этот смычок и начнет на нем играть, мы можем сказать, что не все еще в музыкальной культуре ингушского народа потеряно. Руководство музея выражает благодарность сотрудникам историко-географического общества Дзурдзуки за вклад в пополнение и сохранение фондов Храма искусств. Я хотела бы вручить благодарность автономной некоммерческой организации Ингушское историко-географическое общество Дзурдзуки за дарение, вклад в пополнение и сохранение фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия. Спасибо большое. Ася Горчиханова, Ахмет Исамурзиев, Мадина Марзиева. Вести Ингушетия.